национальный год, что и хороший, и добрый. То есть эти два слова совпадают по смыслу. У них нет отдельных слов хороший, отдельных добрый. Итак, именно, все, хороший человек, добрый человек, разницы нет. Да? Итак, значит, дальше. Мулля йола хеад чего-нибудь. Значит, это хеад, это будет какой? Частичный падеж, да? Ну а хеа дальше идет родительный падеж и все остальные падежи, да? Значит, ну, например, хорошей книги. Хеа ле рамату ле. Итак, от хорошего человека. Хеалт инимесельт. Понятно, да? То есть хеа родительный, к ним окончание просто добавляешь и все. А вот йола хеа инимес, тут хеад, тут это частичный падеж надо зазубривать. Итак, вопросительное кус. Я специально написал его, потому что мы встретили новое слово кускил. Но кускил тут ничего, я не знаю объяснить, как просто тупо зазубрить, что это где-то. Итак, кускил это минулапси, где-то живет мой ребенок. Итак, дальше пошли. Значит, существительное. Вот он Асии, который я вам говорил, да? Итак, значит, родительный падеж Асия. И дальше идут, например, включил в дело Асия, да? Без дела Асия, и так далее. Асия, да? А если, что интересно здесь, ну я просто так скажу, но это очень сложно. Итак, частичный падеж для слова Асия. Мулла йола Асия. Понимаете, ударение на «с», да? Асия. Но одно «с», по-моему, там пишется. Асия. Хотя фиг я знаю, тут два «с». Я в орфографии пока не очень силен. Не так. Это не мое дело, мне все равно мимо Асии. Нет, ну у меня, например, нету этой игрушки, да? Или вот. Ну даёт это Асия. Асия. Ну вот, поэтому. Нет, там одно «с», да, Асия. Ага. То есть, чувствуете, как частичный падеж, как, значит, сложно меняется, да? Так, дальше пошли. Значит, ну а в предлоге, то есть дальше, если Асия, уже знаете, что родительный, да? А дальше все падежи поехали. Вот, например, с делом Асия га. Га, помните? С чем, да? Так, значит, Асия-то, переведите Асия-то. Без дела? Без дела, без причины, да? Асия-то. Зря, помните, зря было. Итак, вот он, без дела и есть дальше, да? Итак, значит, ну вот теперь мель. Меле родительный падеж. Итак, мель туля вспомнит, то есть на память придет. Мелесть ляет или мелесть ляет. Забудет, из памяти уйдет. Итак, значит, там слово «элу» у нас встречалось. Жизнь. Ну, я взял еще из песни Георга Отца, да? «Элуар мастансин». Итак, жизнь, люблю я тебя, то есть я люблю тебя, жизнь. Итак, пошли еще дальше. Значит, Пяева. Значит, родительный падеж Пяева. И можете сюда добавлять всякие окончания. Например, Пяеваль я эсель, днем и ночью. Итак, например, допустим, днями, так не днями сейчас. Так, что там? Пяевани, например, да? До дня Пяевани. Эхтуни, эхтус Пяевани. Эхтус Пяевани или Пяевас эхтуни. И так далее. В общем, Пяева и добавляет окончание, да? Ну-ка, вспомним, Валентина, как будет частичный падеж у Пяева. У меня нет ни одного дня свободного, допустим. Пяева. Слышите? Вот Пяева родительный, да? А частичный Пяева. Пяева. Значит, Пяева. А пишется одинаково. Вот частичный падеж какой противный. Очень трудный. Все. Ну ладно. Пяйке солнце. Можно пяйкене солнышко. Да, я шко добавил. Значит, дальше. Тена эйоле солнце. Тена эйоле пяйкест. Тена эйоле пяйкест. То есть вот это частичный падеж.
Ну, а остальные все 5 кесе. Родительный падеж 5 кесе и поехали. 5 кесе кири, солнечный луч, да? Дальше. Ну, еще я тут для примера привел, как будет по-эстонски солнце встает. 5 китеусов. Ну, еще можно говорить юлис вверх, да? То есть 5 китеусов, можно просто 5 китеусов, можно 5 китеусов юлис. Солнце встает. И так правильно. Итак, дальше, что там у нас? 5 кисе поль, а этому встречали, помните, была квартира, были, кухня была, например, 5 кисе поля. Значит, на солнечную сторону, да? Итак, поль, сторона. Поль половина и поль сторона. Это два разных, в общем-то, слова. Итак, значит, дальше, значит, тайвас. Тайвас небо. Так, значит, дальше на небе. И вот такое трудное здесь опять место. Тайвас небо и таевас в небе, на небе. Таевас. Тайвас, таевас. Вот такая тонкость. Правда, эстонцы не очень заморачиваются, поэтому еще труднее услышать. Это я так в русском языке это четко должно отличаться. Но в разговорной речи я, например, не обратила даже внимания. Не услышишь просто. Ну, нет, если прислушаться, услышишь. Разница есть. Но это нужно уже очень прислушаться. Ну, а люди же разговаривают, они же по смыслу понимают. Ну, да. Поэтому им это, как говорится, они не заморачивают. Но все равно, когда говорят, все равно слышно. Например, допустим, ах, Садаева. Да, я смотрю на небо, например, и Ага. просто Атаевас, смотри, ах, Матаевас. Атаевас, пейки туда вылез. Ах, Сатаевас. Таевас туда. Видите, все-таки есть, да? Чуть-чуть разница. Вот примерно такая разница есть. Ну ладно, все. Так. Ну и я еще падежек тут написал, например, Таевани. Ни, помните, то. И так до неба. Так, Таева Карова я объяснил. Что Карова это 6, да? Ну а Таева Карова, значит, небесно-синий. Таева Карова, небесно-синий. Цвет, значит, имеется в виду от цвета. Да? Итак, ну вот еще Таева Т, чтобы не путать, чтобы знали, что Т вообще буква, да? Итак, Таева Т здесь, да. То есть, как бы на небе буквы, да? У меня брат все смеялся. И ехал на велосипеде и считал звезды. Ну вот, говорит, по-эстонски будет, значит, Сейце ялкраттага, я лугаси таева техти. Вот, он наоборот по-эстонски говорил. Значит, сейце ялкраттага, я лугаси таева техти. А теперь дословно переводит. Ялк, ратас, нога, колесо, таева с неба, техт, буква. И получилось по-русски переводить так, значит, я ехал на многоножном колесе и считал небесные буквы. Вот это было. Ну ладно. Владимир Яковлевич говорят, что сейчас уже надо. Все, у меня последнее. Ага, да. А так еще 20 минут. Ну они там раньше начинают. 10 минут, да? Они еще, у них подготовка еще. Ну ладно, а вот последний. Ну вот поехали, север, друг. Итак, как будет, значит, частичный падеж? Или будет мула йола, у меня нету, или у меня два, например. Вот это одинаково, это частичный падеж. Итак, мула йола сепра и мулун какс сепра. Значит, сепра это будет частичный падеж. Итак,